На сегодняшний день в АТО Гагаузии зарегистрировано 265 вакансий, 205 из которых приходят на долю рабочих специальностей и всего лишь 60 вакансий для работников с высшим образованием. Наиболее востребованные специальности на данный момент у нас в Гагаузии – это для женщин швеи. Сейчас нам нужен машинист экскаватора, нам нужны контролеры, нам нужны продавцы, нам нужны бармены, официанты, подсобные рабочие. Вот в данный момент самые востребованные специальности. Вроде бы у нас есть учебные заведения, где обучают швей, парикмахеров, водителей и среднетехнические специальности. К примеру, в этом учебном году Камрадская СПТУ производит набор студентов по 5 среднеспециальным профессиям. Слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по освещению, электромонтер по эксплуатации и ремонту электрооборудования, столяр строительный и плиточник-облицовщик. Однако по Гагаузии есть факт, что 90% ребят, окончивших школу, стремятся поступить в высшие учебные заведения. А какова же мотивация принятия таких решений? Хотим поступить в зарубежные университеты. Было бы хорошо, если не получится, в Кишиневский. А почему именно вуз? Вуз, потому что хотим быть как все престижными людьми в будущем. Планирую поступить за рубеж и, во-первых, прославить свою родину, Гагаузию, а именно свое село Капчак. Какую специальность вы выбрали? Планирую строительный факультет поступить туда. И куда конкретно поступаете? В Казахстан. Мне хочется получить высшее образование, найти себя в этой жизни, получить достойную профессию и работать по профессии именно. На какую специальность поступаете? Я не знаю, куда я попаду, но хочу на международные отношения. Изучая условия обучения в том же СПТУ, можно отметить, что, как и в других доуниверситетских учебных заведениях, здесь предусмотрена выплата стипендий. Кроме того, наблюдается одно исключительное условие. Места у нас все бюджетные, обучение бесплатное и плюс стипендия. Есть строительная профессия столяр и плиточники-облицовщики. Здесь принимаются даже, если образование по каким-то причинам ниже стандартного, то есть меньше 9 классов, в порядке исключения принимаются и они приобретают рабочие профессии. Не бывает плохой профессии. Если вы подали документы в вуз и по каким-то причинам не попали в ряды студентов, может, стоит подумать, что делать дальше, и чтобы с пользой было и не так дорого.